Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». И сегодня мы расскажем, как на улице Восстания столкнулись мотоцикл и Део Nexia. Я видел, просто он едет по крайней правой, потом автобус его перекрыл и хлопок произошел. Пострадали 2 человека. Был бы, как многие катаются летом в джинсах и в кожаной обычной куртке, но последствия были бы для него совсем другие. Покажем момент столкновения Kia и москвича на улице Техническая. По какой полосе ехала? Правый. А вы по какой? По правой я заворачивал на большой скорости. Водитель легковушки уверял, что причиной аварии стали отказавшие тормоза. А также задержание сильно нетрезвого водителя и ловушка для автомобилистов в центре Казани. Мы ехали, налетели на яму, и колесо пробило, машину повело, и вот так через рельсы, бордюр, и колесо выбило. Не успели испугаться даже, очень быстро произошло. Да нет, глаза просто закрыла, и все. Все это прямо сейчас. 2 человека пострадали в результате столкновения мотоцикла и автомобиля Део Nexia на перекрестке улиц Восстания и Исаева. В больницу с различными травмами доставили байкера и пассажира легковушки, сидевшего на переднем сидении. Мотоцикл врезался как раз в его сторону. Удар был такой силы, что правый борт автомобиля вогнуло в салон. Сигнал светофора был зеленым. То есть не не моргал, ничего. То есть зеленый просто, стабильно издалека я видел то, что он горел. Я говорю, и вот, то есть он на расстоянии, наверное, метров 15 всего лишь от меня, водитель мотоцикла ехал. Все произошло на его глазах, рассказывает. Ехал по улице Восстания. Байкер догнал на перекрестке с улицей Восход. Когда загорелся зеленый, мотоцикл вырвался вперед, но не сильно, уверяет. Скорость у всех была в пределах разрешенной. Я потому что ехал 40, так как у него масса меньше, чем у автомобиля, поэтому у него скорость была чуть побольше, то есть в районе 60. Самого момента столкновения мужчина не видел. Обзор перекрыл автобус, отъехавший от остановки. Слышал только сильный хлопок, а затем увидел лежащего на дороге байкера. Я не увидел всю суть полноценной картины из-за автобуса. Я видел, просто он едет по крайней правой, потом автобус его перекрыл и хлопок произошел. Зеленый свет горел и для встречного транспорта. 36-летний водитель Део рассказал, с коллегами ехали с работы. С улицы Восстания поворачивал налево, на Исаева. Мотоциклиста не видел. Как могу сказать? Я тоже не видел, как случился. Первую помощь пострадавшим оказывал как раз этот молодой человек. Свою машину поставил перед байкером, чтобы на него никто не наехал, и стал звонить в экстренные службы. Подбежал, расстегнул ему шлем. Он дышит, тяжело, но нормально. Все, выключил зажигание на мотоцикле, подбежал к ребятам, все целы. Все, позвонили 112, я побежал в соседнюю больницу, чтобы травматолога вызвать. Прибывшие на место медики госпитализировали байкера и пассажира легковушки. На него пришелся основной удар. Мотоциклисту, говорят очевидцы, очень сильно повезло. Была маленькая скорость, разрешенная, повторяюсь, и полная экипировка у него была. То есть и мотоботы, и колени, штаны, куртки и прочее. То есть был бы, как многие катаются летом в джинсах и в кожаной обычной куртке, последствия были бы для него совсем другие. По предварительным выводам автоинспекторов, вина в аварии лежит на водителе Део. При повороте он должен был уступить дорогу встречному транспорту, но окончательно степень вины участников столкновения будет устанавливаться на разборе происшествия. Рания Абдрахманова, Анвар Шарифуллин, вызов 112. Медицинская помощь потребовалась и водителю нового москвича, в который на улице Технической на большой скорости врезалась Kia Stinger. Удар был такой силы, что кроссовер уже вряд ли подлежит восстановлению. Его отбросило от места столкновения на пару десятков метров. Легковушка также больше не на ходу. У нее разбит двигатель. Остановиться после аварии она смогла далеко не сразу. Водитель Kia уверял, что в аварии он не виноват. У автомобиля отказали тормоза. Вы задшин ехали? Да. Как там? Тормоза отказали. Все, я вот так поехал. Так прям след. Тормоза отказали? Да. Водитель легковушки рассказывает, сделать ничего не мог. Автомобиль его не слушался. Говорит, поворачивал на Техническую с улицы Кулагина. Не отрицает, скорость у него была куда выше разрешенной. Стоял москвич? Нет, ехал. И вот он налево ехал. По какой полосе ехала? Правый. А вы по какой? По правой я заворачивал на большой скорости. Прям
Удар был такой, что кроссовер отбросило от места столкновения на пару десятков метров. Автомобиль уже вряд ли подлежит восстановлению. Легковушка перелетела через газон и, разбив об бетонную полусферу двигатель, остановилась еще дальше. Медицинская помощь потребовалась водителю «Москвича», хотя водитель и пассажиры Kia уверены, травм он никаких не получил. Вообще ничего не было. Просто сели, давление измерить. И уехал. Ни царапины, ничего. Ударился головой в лобовое стекло и водитель Kia, но в помощи врачей не нуждался. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. В замке находилась заглушка для обмана звуковой сигнализации. Момент столкновения был зафиксирован камерой видеонаблюдения, расположенной на стоящем вдоль дороги доме. На записи видно, что «Москвич» в момент аварии стоял, а не двигался. Водитель хотел посадить пассажира, но сесть в машину тот не успел. Kia врезалась в «Москвич» как раз в тот момент, когда человек протянул руку, чтобы открыть дверь автомобиля. Лиана Бахтиева, Анвар Шарифуллин, вызов 112. Признаки опьянения обнаружили автоинспекторы у водителя Нивы, которого задержали на улице Кукушкинская. Заметив двигающийся со стороны Волги автомобиль, сквозь стекла которого мало что было видно, как изнутри, так и снаружи, решили его остановить, но водитель поспешил скрыться. Он свернул в сторону дома, однако заехать в гараж не успел. Мужчину задержали прямо у ворот. Ниоткуда не ехал. Он уверял, что за рулем не сидел, автомобилем не управлял и делал вид, что ко всему происходящему не имеет никакого отношения. Ничего, я не ехал пьяным. Ниву автоинспекторы заметили, когда автомобиль двигался по улице Поперечно-Кукушкинская со стороны Волги. Машина привлекла к себе внимание сильно грязными стеклами. Через них было практически ничего не видно ни изнутри, ни снаружи. Водитель останавливаться не спешил и постарался заехать во двор частного дома, но не успел. Его задержали прямо у ворот. Мужчине предложили пройти экспресс-тест на наличие алкоголя в организме. Отказываться водитель не стал. Алкотестер зафиксировал 1,3 миллиграмма чистого спирта в литре выдыхаемого им воздуха. Автомобиль отправили на штрафстоянку, а самого мужчину доставили в отдел полиции. Он был сильно похож на человека, находящегося в розыске. Радик Фархулин, Анвар Шарифуллин, вызов 112. Неприятные воспоминания о посещении Казани остались у гостей из города Чебоксары. Молодые люди приехали в столицу Татарстана, чтобы погулять, и уже собирались обратно домой, как в самом центре города залетели в яму посреди проезжей части. Оба колеса автомобиля с правой стороны лопнули. Водитель к такому повороту был не готов. Неуправляемая машина вылетела с дороги, но затем вернулась на проезжую часть, уже без колеса и подвески. Вскоре рядом остановились и другие собратья по несчастью. 5-я машина остановилась, даже 6-я. Да. Что делать дальше, молодые люди, оставшиеся с разбитым автомобилем за 160 километров от родного города, не представляли. Утром приехали полюбоваться Казанью, уехать обратно не смогли. Вот только собирались домой уезжать. Рассказывают, на съезде с Кировской дамбы на улицу Саид-Галеева никаких предупреждающих знаков о препятствии на дороге не было. Подвоха водитель не ожидал. И когда лопнули оба правых колеса, готов к этому не был. Машину занесло, она вылетела на газон, потом обратно на проезжую часть, но уже без переднего колеса. Его вырвало вместе с подвеской. Мы ехали, залетели на яму, и колесо пробило, машину повело, и вот так через рельсы, бордюр, и колесо выбило. Не успели испугаться даже, очень быстро произошло. Да нет, глаза просто закрыла, и все. Вскоре рядом стали останавливаться собратья по несчастью. Даже собрали некую статистику. В среднем в яму влетала одна машина за 10 минут. Девушка-водитель Hyundai ямы также не видела, остановилась в паре метров от Лады. Я не видела, честно. Говорят, много машин было. Да, много. Просто уехали уже. Вызывать автоинспекторов автоледи не стала. Посчитала, что ущерб не стоит хождений по судам. А знакомые гостей из Чувашии посоветовали водителю оформить происшествие и требовать с дорожников компенсации. Эвакуация автомобиля в Чебоксары и ремонт обойдется не в 1 десяток тысяч рублей. Алия Хайрудинова, Анвар Шарифуллин, вызов 112. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 9869 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. До встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.